Каждый день в мире происходит более миллиона случаев заражения различного рода инфекциями. Сейчас количество возбудителей, вызывающих ИПП, более 30. Наибольшую заболеваемость, среди которых вызывают 8 патогенов. Это бактерии, вирусы и паразиты. ВИЧ-инфекция – это урологические заболевания, такие как гонорея, трихомоноз, кандидоз мочеполовой, микоплазмоз, уреоплазмоз, хламидиоз и так далее, и так далее. Большинство инфекций протекают бессимптомно, поэтому важно регулярно обследоваться, чтобы снизить риск развития осложнений и переход болезни в хроническую форму. ИПП приводит к онкологии и бесплодию, а также повышают риск развития ВИЧ-инфекции. Идет массовая вассерманизация, то есть мы берем кровь при поступлении в лечебное учреждение, обязательно кровь берется на все вот эти социальные основные инфекции. Сифилис, ВИЧ-инфекции, гепатиты. При поступлении на работу люди тоже сдают все эти. В школу дети идут. Например, в прошлом году у нас за прошлый год 11 мигрантов было больных. Мы их тоже пролечили, кто-то уехал, кого-то взяли на лечение, они остались работать. Гепатит Б, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека неизлечимы. Повысить информированность населения о важности соблюдения правил гигиены. С 29 апреля по 5 мая в Ингушетии проходит неделя профилактики ИПП. Профилактикой занимаемся всегда. Просто сейчас вот так праздники совпали, но мы это еще наверстаем. Надо укреплять иммунитет. Все говорят, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Все это нужно, но опять-таки у нас сейчас не лучшее время, и не каждый может себе позволить. Но по возможности, конечно, надо стараться отдыхать, правильно питаться. Врачи рекомендуют не оставлять без внимания даже незначительное недомогание, вовремя обращаться в больницу. Это поможет предотвратить заболевание на начальной стадии. Тамара Хашагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.